После долгой разлуки по дальним кочевьям в дни летнего солнцестояния собирались наши предки в одно стойбище в определенном месте и отмечали праздник встречи Нового года и нового солнца – Эвенек. Обменивались новостями, готовили вкусную еду и проводили обряды. Молодые парни показывали свою силу и выносливость в соревнованиях, а девушки демонстрировали свои новые наряды. В эти дни молодые знакомились, влюблялись, и после того, как родители сговаривались, играли свадьбы и создавались новые семьи. Стало доброй традицией отмечать Эвенек и в городе Якутске. Эвены из разных родов и районов собираются вместе. Звучит эвенская речь, вкусно пахнет вареным мясом, все приходят в своих самых нарядных одеждах, и далеко по округе разносятся звуки древнего хеджа. С Эвенеком я познакомилась, когда начала работать в Доме дружбы. Там организовали сектор по культуре коренных малочисленных народов Севера. И тогда Эвенек проводился на Покровском тракте, и он больше походил на такой обычный праздник. Собирались, проводили обряды, проводили соревнования, концерты, круговые танцы. А потом возник вопрос, что надо бы поглубже показать культуру эвенского народа. И тогда выбрали это место, и сами тому поразились, когда здесь появились чумы, появились палатки, и возникло ощущение стойбища. И это так понравилось всем, что, в принципе, с тех пор, уже в течение 10 лет, здесь каждый год в июне возникает эвенское стойбище. И если сначала приходили в основном взрослый народ здесь, старики, которые помнили свою культуру и берегли и стерегли ее, то сейчас очень ценно то, что здесь появилась не только молодежь. Сначала с нами продолжать начали работу молодежный совет эвенского народа, а сейчас уже появились и маленькие дети. И что очень хорошо, то, что народ восстанавливает свои обряды, свои костюмы, свои игры, свои песни. И сейчас еще что тоже ценное, сейчас, по-видимому, заговорила генная память у народа, потому что тут возникают очень интересные выставки, возникают очень интересные костюмы. В этом году березовские эвены привезли фартук XVIII века, на котором вообще рассказана вся судьба женщины. И эти такие моменты, они очень ценные. И я очень рада, что в этом году Эвенек проводят тополинцы. У них тоже. И первый раз в 2012 году я столкнулась с тем, что у них дети пели хеде. Очень такой большой круг у них получился. Дети сами запевали, сами сочиняли. И у них ансамбль Солинга тоже продолжатель тех эвенских традиций танца, которые сейчас мы пытаемся все восстановить. И мы хотим тоже так же, как тополинцы, в Якутске создать эвенский детский ансамбль. Всех поздравляю с праздником, с Новым годом, с новыми надеждами, с новым счастьем. В этом году Эвенек был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Родины в Республике Саха-Якутия, Дню России и Году памяти и единства в Тампонском районе и Году памяти и славы в Тампонском национальном эвенском наследии. Приехала внушительная делегация, и праздник, благодаря слаженной работе правления Союза эвенов Республики Саха-Якутия и актива тампонских эвенов, прошел на высоком организационном уровне. Поздравляю вас с праздником, замечательным национальным праздником Эвенек и с Днем России. Из села Тополиново у нас много именитых выходцев. И мы гордимся нашими земляками. Героем социалистического труда Василием Михайловичем Кладкиным, Надеждой Васильевной Кладкиной-Клышейко, которая 17 лет была главой села Тополиново. Мы гордимся нашими земляками Виктором Николаевичем Лебедевым, Михаилом Александровичем Погадаевым. У нас много спортсменов именитых. Вообще село Тополиное, но семьи уникальные там, очень скромные
и многодетные. Вот всего у нас более 30 семей многодетных в этом селе. И есть семьи, которые имеют 10 детей, одна семья 8 детей и 2 семьи по 7 детей. И также у нас есть семьи, которые побеждали в республиканских, во всероссийских конкурсах. Гордимся нашими семьями из Тампонского района, села Тополиное. 2 семьи в свое время стали победителями всероссийских конкурсов семей. И вот эта семья Голикова у нас 9 детей, и семья Стручковых 5 детей. Обе семьи ездили в город Москва на награждение как победители всероссийского конкурса «Семья года». Тампонский район, село Тополиное гордится династиями семей оленеводов, которые укрепляют свой традиционный уклад жизни. Семьи с большой историей, замечательные, скромные, которые знают свое дело и передают навыки своему поколению. Огромная благодарность таким семьям за сохранение традиционного образа жизни и за передачу своему поколению всех культурных навыков и традиций. От имени нашего главы Якова Иннокентьевича Степанова, от районной администрации, себя лично хочу всех поздравить с этим уникальным, замечательным праздником Эвенек и с Днем России. Пожелать всем добра, благополучия. Пусть во всех семьях царит тепло, уют, мир. И пусть в нашей родной России будет единство, поддержка друг друга, благополучие и все только самое наилучшее. На Эвенек гости приезжают, чтобы приобщиться к культуре народа, пройти обряды, очиститься дымом священного багульника и завязать ленточку Долбурге, загадав при этом заветное желание, которое непременно сбывается. Как истинные кочевники, по приезду на место наши сородичи установили празднично убранные палатки. В одной из них расположилась щедрая и красивая выставка декоративно-прикладного искусства. Именно Эвен и Тампо издавна славятся своим мастерством и умением красиво украшать одежду и утварь. Здесь же находятся фотографии героев СВО, скорбная память о которых не исчезнет никогда. Из небольшого горного эвенского села ушли на СВО 27 человек. Гостеприимные тампонцы привезли с собой самые лакомые блюда и угощали всех гостей с неизменной щедростью и радостью. Готовились мы очень долго, мы готовились это еще с Нового года, знали, что будем проводить, поэтому заранее искали спонсоров, готовили подарки, писали положения, конкурсы, все это проходило в Тополином. Так у нас в наследии проживает 867 человек, из них 750 это эвены. У нас объявлен год славы именно в тампонском наследии. Мы проводим, конечно, конкурсы, проводим концерты, очень много проводим мероприятий, посвященных СВОшникам, нашим парням, которые сейчас на СВО. У нас ушло с тампонского наследия 27 человек, и хотим им помогать, поэтому мы постоянно проводим акции, собираем деньги, чтобы им на фронт отправить. У нас есть активисты, которые плетут сети. Они очень много уже сплели. На последний раз это где-то 6 тысяч квадратов было, мы отправляли. И сейчас тоже продолжают плести. Семьям СВО мы предоставляем материальную поддержку с бюджета наслега, с бюджета района.
И вообще, если им надо будет помочь, они все обращаются к нам вообще. Там дрова привезти, кому-то отопление подключить, кому-то там стройматериалы привезти. Поэтому мы обязательно всем помогаем. Сегодня я хочу всех сородичей своих поздравить с таким прекрасным праздником. Мы каждый год ждем этот праздник. Наконец-то попали в Якутск. Желаю всем самое главное здоровья и семейного благополучия. И пусть наша нация все растет и развивается. Хочется особо отметить общественную организацию «Община Джалти», в которой объединились представители коренных малочисленных народов Севера, живущие в районном центре в поселке Хандыга. Даже живя вдалеке от родного села, они активно участвуют во всех мероприятиях, очень целеустремленные и деятельные. Мы создали общину 1 ноября 2023 года. В общине состоит 60 человек. Мы создали общину земляков. Собираем там весь наш поселок, который проживает в нашем наследии, коренной малочисленный народ Севера. Кроме эвенов у нас тоже есть юкагиры, чукчи, эвенки. И стараемся всех привлечь, чтобы развивать свою культуру, язык. Земляки очень поддерживают, по крайней мере, с села Тополиново, эвены. И также все, кто там проживает, очень приходят к нам на шитье, на все мероприятия, в которых просят участвовать коренным малочисленным народом, очень приходят гурьбой. Мы очень хотим, зарегистрироваться официально и считать себя общиной и участвовать во всех республиканских мероприятиях. О, я ворам кошириди, о, начарбу хиргайтиди, эреттек бингэнэдэм, ангамтар фестиваля. Оралабу туслилра инмач, биэсэмэсэмилбэр, фестиваль текингэнэдэм. Оралабу туслилра инмач, биэсэмэсэмилбэр, фестиваль текингэнэдэм. Дорогие участники и гости эвенского обрядового праздника Эвенек, поздравляем с летним праздником встречи родов и нового календарного года, с праздником, собравшим эвенов и их друзей, живущих в разных районах нашей Якутии. На торжественном открытии праздника были вручены награды Министерства по внешним связям и Министерства Арктики. Очень тепло встречали присутствующие президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Константина Васильевича Руббика, который также вручил награды юбилярам и активистам общественной жизни северян. Идет постепенная передача традиций, культуры, каких-то, скажем так, родного языка, уважение к родной земле, уважение к Якутии в том числе, конечно, и уважение к своим предкам, старейшинам. То есть это передает одна из тех задач для общественных организаций, чтобы происходила смена поколений, чтобы молодежь не забывала родной язык, культуру, традиции. И проведение таких праздников очень важно и знаменательно. Помимо этого мы активно участвуем в различных российских, республиканских мероприятиях. В том числе в этом году впервые за 20 лет проведения выставки «Сокровища Севера» делегация Республики Саха-Якутия заняла первое место. Конечно, большую поддержку нам в решении финансовых вопросов играет соглашение с акционерной компанией «Алроса», которая мало того, что является бюджетообразующим предприятием Республики Саха-Якутия, оно еще очень активно помогает нам в проведении различных мероприятий, участия в различных республиканских, межрегиональных мероприятиях. И в этом году благодаря им удалось вывести хороший состав, провести отборочные, скажем так, фестивали, конкурсы. И действительно сильный состав делегации позволил нам в этом году занять первое место на всероссийской выставке. Кроме того, мы приняли участие, активная делегация республики приняла во Всероссийском съезде
коренных малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, где председателем был избран представитель Ханты-Мансийского автономного округа Югры, сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Навьюхов Александр Вячеславович. И делегация Республики Саха-Якутия активно его поддержала кандидатуру. И сейчас мы постепенно вырабатываем шаги взаимодействия, как будет организовано взаимодействие, совместные какие-то мероприятия будем проводить. В том числе у нас в Республике Саха-Якутия мы отправили ему приглашение с тем, чтобы он посетил одно из наших мероприятий, встретился с нашими людьми, с активистами. От всей души поздравляю своих сородичей, эвенов, ну не только эвенов, всех представителей, это общий праздник, всех представителей коренных малых народов Севера Республики Саха-Якутия с проведением национального эвенского праздника Эвенек. Это начало Нового года. То есть мы, как и все народы мира, наверное, встречаем Новый год с надеждами и надеемся, что предстоящий год будет еще более успешным, еще более сплотит нас, и мы добьемся еще больших успехов на нашем общественном поприще. Настроение у всех приподнятое и праздничное. В самой атмосфере дня царит дружелюбие и радость. Радость встречи, общения, радость от наступления благодатной поры. На концертной площадке выступают артисты, много маленьких детишек и молодежи. И самое главное, гости вдоволь наговорились на родном эвенском языке. Сегодня у нас такой замечательный день, когда мы празднуем День России и национальный эвенский праздник Эвенек. И, конечно же, нас переполняет чувство гордости за нашу страну, за Россию и гордости за наши народы, которые проживают на территории нашей страны. И очень такое светлое чувство сплоченности, чувство, опять же, гордости за свою родину, за свой народ. Поэтому этот праздник нас сегодня объединяет, и он объединяет разные народы с разных регионов, с разных районов нашей республики и становится символом единства, сплоченности, сохранения традиций, культуры, родных языков наших народов. Ну и, конечно же, мы сегодня говорим именно об эвенском народе. Для эвенов это Новый год. И мы встречаемся, все эвенские роды приехали встретиться, поделиться своими успехами, планами. Это светлый праздник, который дарит надежду на мир, на то, что мы будем дальше жить, развиваться. И самое главное, это праздник преемственности поколений, когда наши старейшины передают свой опыт, мудрость и знания молодому поколению, чтобы они также сохраняли родной язык и свои традиции. Приехала большая делегация с Тампонского района, с моего родного района, где я родился, вырос, из села Тополиное, мои сородичи, родственники, друзья приехали. И, конечно же, они с собой привезли не только всякие вкусности, скажем, да, свою культуру, традиции, но они привезли именно дух нашего эвенского народа и сегодня создали удивительную атмосферу, такую именно спокойного праздника и какой-то свежий такой, даже ветер сегодня, природа как будто чувствует, да. И я всегда с большой гордостью отношусь к своим землякам. Я очень горд, что я родился в горах Верхояния и всегда с большим удовольствием возвращаюсь себе на родину. Когда имеется возможность, я еду туда, и когда вижу родные горы, у меня прямо вот сердце теплеет, и сразу мне кажется, как будто я обретаю какую-то защиту, потому что горы, они очень у нас высокие, и со всех сторон как будто тебя оберегают предки, и там я заряжаюсь жизненной энергией, потому что прямо энергетика чувствуется в горах, насколько это такие места силы. Поэтому наш Тампонский район постарался сегодня организовать этот праздник на высоком уровне и привез с собой это настроение. Я хочу от имени нашего Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия сердечно поздравить своих сородичей, всех жителей Республики Саха-Якутия с этим национальным праздником Эвенек. Хотел бы пожелать
счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Сегодня мы живем в очень непростых условиях проведения специальной военной операции. И наши ребята с наших отдаленных национальных поселков, представители народов Севера, с честью выполняют свой воинский долг. И мы верим, что они обязательно победят и вернутся здоровыми, живыми с победой. Хотел бы выразить огромную благодарность своим сородичам за сплоченность, за единство, за то, что вы сохраняете свой язык, культуру, свои традиции. Тонкари дяубу, ракавинек одакан гуно агдена скарем, абгар билде, аиш билде. Тем временем праздник набирает темп. На импровизированной сцене начинается конкурс «Живая нить времен» среди представителей эвенских родов, трудовых династий и семей. Основная цель – это поддержка носителей и хранителей родного языка и традиционной культуры, пропагандирующих традиционную систему воспитания и духовные ценности своего народа. Orar buetu veten, poemerorochima, kinenendu kinenel, kanganidu kangana, orar buon putkaram, chikpikan orochima, odakam, dalmichak etunika. Главный приз, гран-при, сертификат на олененка 2025 года выставила семейная династия оленеводов Айталины и Вениамина Баишевых. За первое место сертификат на приобретение электрогенератора от оленеводческой династии Погадаевых. И за второе и третье место денежные призы. Население вообще наше очень активное, очень любят дети, очень любят свой оленей своих, свое оленеводство. Все наши дети по окончании учебы все выезжают в оленьстада, помогать своим родителям, своим родственникам. Мои даже внучки мои все уехали в стадо, поэтому сейчас в данный момент нету их, а то бы они сейчас были и танцевали бы, и пели бы. Сейчас на данный момент они все находятся в стаде. Работают, помогают родителям. Хоть ярамкана мен жалби эмчебраникаш эвинекаш рангчирап, но жалбы букуткаматтан эдеттен бутенде аишбидеттен орол аиш ядат бидеттен хонгачар ихудеттен кунгалти букучур мен тура вуредеттен омгар. Надо отметить, что все призы были представлены спонсорами праздника и Союзом эвенов Республики Саха-Якутия. Сегодня мы показали и рассказали о некоторых ярких моментах праздника Эвенек. В следующее воскресенье мы подробнее расскажем о культурных и спортивных мероприятиях. Бакалдами стала Аймакань.